Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Десятки миллионов жертв. Сегодня важная дата в истории. День окончания Второй мировой войны. Какие мероприятия прошли в Якутии? Еще 48 случаев коронавируса в Якутии. 2 пациента с COVID-19 скончались. Якутское издательство «Бичек» стало одним из победителей национального конкурса «Книга года». Сегодня День воинской славы России, день окончания Второй мировой войны. В этом году была уточнена дата окончания самой страшной войны в истории. И теперь памятный день приходится на 3 сентября. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда фашистско-немецкие войска напали на польские укрепления под Гданьском. По разным оценкам, эта война унесла жизни от 50 до 80 миллионов человек. В нее были вовлечены почти 60 государств. Окончательно Вторая мировая война завершилась, когда на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Медальон 2 воинов-якутян, обнаруженные на местах сражений в Ржевском районе, доставили в Якутск. Сегодня один из них, красноармейца Александра Габышева, глава региона передал правнучке героя. Александр Габышев, уроженец Алекминского района, погиб в бою в селе Малая Карпово Ржевского района в 1942 году. Медальоны 2 героев, в том числе Иннокентия Готовцева из Усть-Алданского района, нашел поисковый отряд «Пионер». Для нашей семьи сегодня очень торжественное мероприятие, очень волнительно. Спустя столько лет для нас чудо, что эта гильза сохранилась, и данные его по базе как-то пробили, и он вернулся на родину. То, что интересно, то, что в этот день, 5 лет тому назад, не стало нашего дедушки. И последнее слово было «найти». Исполняем самое его последнее желание – найти его отца. Памятное мероприятие, посвященное 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, прошло в Алдане на обелиске Победы. Почетный караул заступили подрастающие защитники из юнармии. Участники возложили цветы к обелиску. А в Мирном на площади Ленина прошла торжественная церемония спуска копий Знамени Победы. Этот стяг в центре алмазной столицы по традиции поднимают 1 мая, и он все лето развивается над центром Мирного. Также сегодня представители власти и общественных организаций возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса на площади 30-летия Победы. Якутяне стали участниками всероссийской акции «Диктант Победы». Сегодня она прошла во всех образовательных учреждениях региона. Диктант писали школьники, студенты, активисты и просто неравнодушные люди, которым интересна история Великой Отечественной войны. На одной из площадок города Якутска побывал мой коллега Дмитрий Тымыров. Сразу на 3 площадках библиотека имени Пушкина приняла участников акции «Диктант Победы». Здесь в очном режиме акции приняли участие более 30 человек. Для них были созданы все необходимые условия с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. «Диктант Победы» – это всероссийская акция, приуроченная к году памяти и славы в Российской Федерации. Проводится в республике у нас во 2-й раз, но в этом году Национальная библиотека впервые выступила отдельной площадкой. Мероприятие началось в 15 часов и длилось 45 минут. В течение этого времени участники писали диктант. Всего предлагалось ответить на 25 вопросов. На одной из площадок писал диктант и глава Якутии Айсен Николаев. Историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны на самом-то деле неплохо знаю. Так? Вопросы непростые, некоторые, так, многие для меня очень такие понятные. Посмотрим. Я считаю, что у меня сомнения только по одному вопросу есть. Лично для меня остальное я точно знаю, что я прав. Правильно ответил. По словам тех, кто писал диктант, это очень хорошее мероприятие для воспитания патриотизма. Многие из них практически каждый год становятся участниками подобных акций. Пришла поддержать акцию. На самом деле, у нас же год юбилейный Победы, поэтому я думаю, что такую акцию должны все поддержать.
Один раз участвовала в диктанте по русскому языку. Ну, вот, в принципе, для проверки своих знаний это, думаю, полезно. Я считаю, что участие в диктанте Победы и для меня очень важно, да и для всех участников очень важно, да, еще раз приобщиться к истории, еще раз ее вспомнить. Также все желающие могли написать диктант в онлайн-режиме на сайте диктантпобеды.рф. Результаты будут выложены на этом же сайте. Их можно узнать по специальному идентификационному номеру, который выдавали всем участникам. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Ленском районе акция «Диктант Победы» проходила на 4 площадках. Самая массовая во второй школе Ленска, где к диктанту присоединились ученики и педагоги. Всего участие в диктанте приняли около 200 жителей района. Акция на всех площадках прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Участники сидели на безопасном расстоянии друг от друга. На входе их встречали волонтеры, которые мерили температуру, предлагали антисептик и выдавали маски. К другим темам, 47 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 22 заболевших, в Мирнинском районе 7, в Татинском 5, в Нюрнгринском 3. В Аймиконском, Среднеколымском, Хангаласском районах выявили 2 новых случая. В Абыйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском районах по 1 заболевшему. Подтверждены 2 летальных случая от COVID-19. За сутки лаборатории региона сделали около 4000 исследований на коронавирус. Проблемные вопросы нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в правительстве региона. Глава республики Айсан Николаев особое внимание обратил на проект по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. По его словам, люди в сельских районах жалуются, что, несмотря на большое желание работать, многие не могут пройти конкурсный отбор. Айсан Николаев поручил разобраться в этом вопросе. Глава также напомнил, что освоение средств – это не самоцель. Нужно ориентироваться на повышение количественных и качественных показателей. В первую очередь на увеличение количества людей, занятых в этой сфере. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Андрей Тарасенко сегодня осмотрел объекты инновационной инфраструктуры, технопарк, биотехнологический центр и IT-парк. Андрей Тарасенко ознакомился с проектами, дал конкретные рекомендации и поручения крупным компаниям по интеграции наиболее перспективных и интересных проектов. Исполняющий обязанности председателя правительства региона отметил, что по сравнению с Приморским краем Якутия в плане инновационных проектов ушла далеко вперед. Также он оценил планы Министерства инноваций по покрытию всей республики высокоскоростным интернетом и созданию 10 тысяч рабочих мест в сфере IT. Ну и, конечно, посмотрели IT-проекты наших лидеров, таких компаний, как Bunter Life, Fantastic, Google Courier, которые уже сегодня создали сотни рабочих мест. И он очень удивился, что экспорт IT-услуг, по данным Центробанка, на Дальнем Востоке Якутия занимает 85%. То есть из всего 100% экспорта Дальнего Востока Якутия вместе с Монтоной, Индрайвером, Фантастиком и нашими резидентами IT-парка это порядка около 30 миллионов долларов ежегодно. Да, и эта цифра растет. Узнать о новых профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь заниматься подросткам, поможет «Билет в будущее». Программа под таким названием стартовала в Якутии. Участвовать могут ученики 6-11 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru. Ну а далее погружение в профессию. Школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания. К примеру, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере. После этого ребенок получает индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха. Региональным оператором проекта в 2020 году является Центр опережающей профессиональной подготовки. Поэтому по всем вопросам, которые возникают у вас там, с регистрацией на платформе, с участием в профессиональных пробах, вы можете обращаться к нам в Центр. Есть у нас сайт, есть своя страничка в Инстаграм ЦОП-14.
Якутское издательство «Бичик» стало одним из победителей национального конкурса «Книга года». 102 издательства боролись за победу в 10 номинациях конкурса. Награждение состоялось в Москве в рамках первого дня работы 33-й Московской международной книжной ярмарки. На церемонии вручения наград побывала и наш корреспондент Айсена Бурнашова. С особым трепетом я объявляю номинации. «Якутский холод». Популярная энциклопедия. Издательство «Бичик». Для получения диплома приглашается на сцену генеральный директор издательства «Бичик» Август Васильевич Егоров. Продолжительные овации и громкие аплодисменты. «Бичик» стал не просто лауреатом премии «Книга года», но и обладателем абсолютно новой номинации «Нон-фикшн». Кстати, за победу в которой боролись сразу 3 книги научно-популярной литературы. «Якутский холод» – это издание про мороз и стужу, главный бренд республики. Благодаря этой книге о нашем крае, о нашей республике будут знать очень многие. Будут переезжать туристы. В этом конкурсе мы участвуем практически каждый год. И уже эта статуэтка, у нас уже 3-я статуэтка. Мы поэтому очень безмерно рады, горды. Номинированная книга вышла тиражом в 3000 экземпляров. Над ее созданием «Бичик» трудился 3 года. В эти страницы вложены силы ведущих специалистов издательства и работы 65 ученых. Факты, советы, мифы и легенды в книге «Якутский холод» предстает во всем величии. Книга «Победитель» – это целая энциклопедия. 200 страниц книги вместе с качественной и профессиональной иллюстрацией рассказывают и показывают читателям, что же такое холод, откуда он берется и как живут люди в самом холодном крае мира. Вместе с «Якутским холодом» «Бичик» привез на ярмарку свыше 200 книг разных жанров и направлений. От детской литературы до народного искусства. Несмотря на непростую эпидобстановку, мероприятие проходит в запланированные сроки. Ценители слова и книголюбы смогут посетить ярмарку до конца этой недели. Вход в манеж строго в масках, а посещаемость разбита по периодам. Всего же в манеже представлены десятки тысяч книг от 300 издателей. Громкие новинки месяца, бестселлеры и редкие арт-издания. Поэтому с ярмарки сложно уйти с пустыми руками. Вот в этом году приехало 37 компаний из России. Приехали все национальные издательства. Из Якутии, из Башкирии, Татарстана. Я считаю, что это очень важно, когда в России снова вернулась книжная деятельность. Тут все только от нас зависит. Как мы хотим продолжать нашу книжную деятельность. Я очень рад, что приехали наши партнеры, друзья. Мы снова встретились, на самом деле, вот здесь вот, да. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.